Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. Сегодня мы расскажем о крупной аварии в поселке Царицыно. Пострадали 8 человек, 1 в коме. Покажем, как мужчина ограбил офис микрофинансирования на улице Дементьева. А также казанская пенсионерка дала больше 2,5 миллионов за снятие порчи. 2 миллиона 650. И как отсутствие результата объяснила целительница. Это и не только прямо сейчас. 8 человек пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей в поселке Царицыно. Крупная авария произошла сегодня днем на улице Каспийская. По предварительной версии, водитель Ниссана выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб врезался в Сузуки. По рассказам очевидцев, после удара некоторые пассажиры Ниссана вылетели из салона через окна. С места происшествия Айрат Назипов. Всего в этой аварии пострадали 8 человек. 6 из них находились в Ниссане. Людей с различными травмами госпитализировали с места происшествия. По рассказам очевидцев, некоторые пассажиры после столкновения вылетели через окно. Досталось и тем, кто находился в салоне Сузуки. Пожилая пассажирка Сузуки была также доставлена в больницу. Водитель же иномарки от госпитализации отказался. В медучреждение он намеревался поехать своим ходом после оформления всех документов. 2 человек медики прооперировали. Они находятся в тяжелом состоянии. 1 из них в коме. Еще 2 пострадавших перевели в отделение травматологии. Остальные пока на обследовании. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя Ниссана. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Сузуки. Айрат Назипов, Наиль Абдулин, вызов 112. Попытка перебежать дорогу в неположенном месте стоила жизни 58-летнему пешеходу. Около 9 часов вечера мужчина попал под колеса автомобиля Deo Nexia на проспекте Победы. Как установили инспекторы, пострадавший выбежал на проезжую часть, несмотря на то, что рядом находился подземный пешеходный переход. Прибывшим на место медикам спасти мужчину не удалось. Как показало медицинское освидетельствование, водитель иномарки управлял автомобилем трезво. Житель Казахстана разбил машину через полчаса после ее приобретения. Во время заезда во двор на проспекте Ямашева водитель Mitsubishi Charisma не перестроился в крайнюю полосу и не заметил едущий там автобус. Авария произошла в следующее мгновение. Ленар Гинатуллин узнал, что у себя на родине водитель иномарки работает автоинспектором и вину свою тут же признал. Водитель автомобиля Mitsubishi Charisma приехал в Казань из Казахстана специально, чтобы купить этот автомобиль. Приобрел, не прошло и получаса, как попал в аварию. У себя на родине мужчина работает автоинспектором, поэтому отпираться не стал и признался, что виноват во всем сам. В этом его полностью поддержал соотечественник, водитель автобуса. Человек хотел завернуть направо, не заметил с той стороны, не увидел меня. В результате аварии никто из людей не пострадал, однако легковушка потеряла возможность двигаться дальше самостоятельно, и, вероятнее всего, ей понадобится помощь эвакуатора. Ленар Гинатуллин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Мерседес-Бенц и Ауди А6 столкнулись на Танковом кольце. По словам очевидцев, автоледи за рулем внедорожника стала перестраиваться из среднего ряда в крайнюю правую полосу. При этом не пропускал едущий там седан. От удара Ауди отбросила на дорожный знак, а затем и тротуар. Автомобиль предполагаемой виновницы развернула и также выбросила с проезжей части. Файруза Мазитов продолжит. Несмотря на сильные головные боли, 20-летний водитель Ауди вызывать медиков не стал. Он рассказал, что ехал по Танковому кольцу в сторону улицы Комарова, но доехать до места назначения не смог. После сильного удара машина стала неуправляемой, вылетела на тротуар и вынесла дорожный знак. Вышел и только тогда понял, что произошло. И в итоге кто, по-вашему, виноват? Ну, по моему мнению, она. Потому что я ехал по своей полосе, а она перестраивалась. Единственное, что успокоило мужчину, это то, что по пешеходному переходу никто в момент столкновения не проходил, иначе могли бы быть жертвы. Автоледи комментировать произошедшее не захотела. Файруза Мазитова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. На улице Краснококшайская столкнулись Шкода Октавия и Киа Рио. Обе иномарки двигались по одному и тому же пути, попали в аварию по тому же сценарию, что и в предыдущем случае. Водитель Шкоды остановился из-за затора, а второй участник аварии не успел среагировать на подобный маневр. Подробнее Айгуль Батрудинова.
Оба автомобиля двигались по одной дороге. Kia Rio поворачивала с Большой Крыловки на улицу Краснококшайская. Шкода Октавия двигалась следом. Из-за плотного движения водителю корейской иномарки пришлось остановиться. Все тормозят, его притормозил. То есть там пробка была, что ли, или что там происходит? Нет, как уж, притормозил. Дистанцию не соблюдал, сзади врезался. Скорость «Шкоды» была невысокой, однако этого хватило, чтобы при ударе у иномарки помялся капот. Тем не менее, никто из участников происшествия не пострадал. Предполагаемый виновник аварии поделился своим мнением о произошедшем. Получается, тоже машина тормознула. Он тормознул, я, получается, с него приехал. А вы вину признаетесь, получается, да? Куда деваться? Оба остались дожидаться на месте сотрудников госавтоинспекции. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Вооружившись ножом, ограбил офис микрофинансирования, расположенный на улице Дементьева. Неизвестный в маске зашел в помещение, когда работница уже готовилась к закрытию. Угрожав ей, он заставил ее отдать всю имеющуюся наличность. Получив то, что хотел, скрылся в неизвестном направлении. Поймали ли его и сколько денег он украл, знает Нафиса Минязова. После случившегося приметы подозреваемого передали всем патрулям. Он также был зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения соседних магазинов. Сотрудница офиса микрофинансирования рассказала полицейским, как все произошло. И как она, испугавшись за свою жизнь, отдала почти всю имеющуюся наличность мужчине. Офис микрофинансирования работает только до 9 вечера. Как рассказали очевидцы, женщина уже готовилась к закрытию. В какой-то момент в дверь постучался неизвестный мужчина. И она открыла ему, даже несмотря на то, что он был в маске и вооружен ножом. По всей видимости, мужчина готовился к преступлению, дождался, пока все посетители уйдут, и женщина начнет пересчитывать кассу. Попав в помещение, он стал угрожать сотруднице ножом и обещал расправиться с ней, если женщина не отдаст деньги. При этом подходил все ближе и ближе. Женщина, опасаясь за свою жизнь, отдала все, что было в кассе. Это чуть больше 11 тысяч рублей. Получив желаемое, нападавший тут же скрылся. Задержать его пока не удалось. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Обещала избавить от порчи, но избавила от 2,5 миллионов рублей. Полицейские Казани задержали предполагаемую аферистку из Казахстана. По версии полицейских, 61-летняя женщина, выдавая себя за гадалку, подала в газету объявление о проведении обрядов очищения. Чистила все, что не видно: карму, энергетическое поле человека и судьбу от порчи и всего нехорошего. Клиентка откликнулась тут же и даже внесла 100% предоплату, но вот обещанного очищения так и не дождалась. Обо всем по порядку Рамиль Шайдулин. 2 650 000. 61-летней уроженке Казахстана потребовался месяц, чтобы стать миллионершей, еще порядка 4, чтобы стать фигуранткой уголовного дела. Началось все с того, что, приехав в Казань, женщина сняла квартиру в одном из домов по улице Ямашева. Работу нашла сразу. Она подала объявление в различные газеты о том, что снимает порчу, гадает и проводит различные ритуалы и обряды. Все то, на что простые смертные не способны. Вскоре нашлась клиентка, готовая для решения проблем заплатить любую сумму. Попросила порчу снять сына. Помогла ей. Вот только избавила не от порчи, а от всех денег, принадлежащей 81-летней пенсионерке. После передачи крупной суммы лже-гадалка попросила время на проведение обряда и назначила женщине новую встречу через неделю. В обговоренное время потерпевшая узнала, что якобы целительница перестала оказывать услуги и сменила место жительства. Об этом она сообщила в полицию. Стражи порядка установили личность предполагаемой злоумышленницы, а затем и ее местонахождение. Для ее задержания оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции Ямашевский совместно с коллегами из отделения по раскрытию мошенничества отделения уголовного розыска Управления МВД России по городу Казани выехали в служебную командировку в Челябинскую область. 29 июля в городе Челябинск 61-летняя подозреваемая была задержана. Сейчас в отношении женщины проводятся следственные действия. Дожидаться суда она будет за решеткой. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, вызов 112. Выращивал маки в огороде. Полицейские насчитали 273 куста запрещенных растений на приусадебном участке 42-летнего жителя Менделеевска. Растительная масса в высушенном виде весила более 3 килограммов. Изъятые отправили на экспертизу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина ранее был судим и нигде не работает. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах, в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.